Здравствуйте, мои хорошие. Тыри-тыри, мои любимые, солнышки, мои друзья, мои по ту сторону экрана. А у нас с вами сегодня эстонский рецепт брусничного пирога. Я уже сейчас чувствую этот аромат на весь лес. На эстонском этот пирог будет называться похла пируккас. Что нам для этого надо? Ничего, знаете, особенного-то ничего и не надо. Это делается все очень просто, быстро, но вкусно так, что вы не пожалеете, я вам обещаю. Что же нам с вами нужно для этого незамысловатого, но очень вкусного осеннего пирога? Нам нужно будет свежесобранной брусники 300 грамм, ну или замороженной, если дело идет зимой. А мы собрали ее с вами как раз вчера, свеженькую, из эстонского леса. Сливочного масла нам нужно будет 100 грамм. Нам нужно будет 2 желтка, а вот белки придется куда-то пристроить. А сахара совершенно немножко, пол столовой ложечки в тесто и 3 столовые ложечки в начинку в ягоды. Чуть-чуть совершенно соли, 2 столовые ложечки картофельного или любого другого крахмала без горки, 250 грамм муки, у меня вот такая эстонская высшего сорта, пакетик ванилина, ну и можно сахарную пудру для присыпки нашего пирога. Ну что, приступаем? Шаг первый. Тесто на этот пирог, основа, замешивается очень быстро. Чем быстрее мы его сформируем, тем вкуснее оно будет. Для начала берем муку 250 грамм и просеиваем ее в миску. Теперь добавляем туда щепоточку соли. Обязательно соль, иначе тесто будет пресным. Теперь засыпаем сахар. Пол столовой ложечки у нас с вами идет в тесто. Сахар. И теперь сюда добавляем ваниль. В тесто добавляем ваниль. Все это перемешиваем. Достаем из холодильника, не из заморозки, из холодильника 100 грамм сливочного масла и кусочками сюда холодное его с вами порубим. 100 грамм сливочного масла. Кубиками я порезала и вот сюда добавляю. И перетираем с вами быстренько это тесто вот в такую крошку. Песочное тесто не любит, когда его замешивают долго. Чем быстрее мы это сделаем, тем вкуснее, рассыпчатее оно будет. Чем дольше мнем, тем крепче и невкуснее оно будет. Ну, в общем, поняли меня. Перетерли. Дальше. Следующий наш шаг. Берем 2 яйца и отделяем белки от желтков. Белки нам придется пристроить куда-то в другое место. Кажется, на вечер образовался белковый омлет. Идея. А желтки в тесто. Желтки в тесто. Яйца у меня обычного размера. Так, и теперь мы с вами вымешиваем тесто. Мы должны с вами из этого теста скатать шарик. Если этих желтков для того, чтобы получился шарик, не хватает, добавьте 1-2 столовые ложки ледяной воды. Формируем колобочек. Делаем это быстро. Помним о том, что это тесто любит быстрых действий, быстрого приготовления. Ну, минут за 10 у нас с вами это тесто должно получиться. Все быстро, быстро, быстро. Вот
такое эластичное тесто у меня получилось. Теперь мы его в пленку. У меня на даче пленки нет, у меня есть пакет для заморозки. Вот мы его туда. И на 30 минут в заморозку. В холодильник в заморозку. Теперь берем 300 грамм брусники, промываем ее и откидываем на сито, на дуршлаг. Промыли бруснику. Теперь сюда добавляем 3 столовые ложки сахара. Еще пол пакетика ванильного сахара. И 2 столовые ложки крахмала любого без горки. И теперь все это стараемся особо не то что перемешивать, а скорее встряхивать, чтобы не повредить саму ягоду. Не надо там ложкой перемалывать это все. Вот так вот просто потрясем мисочку, и все это перемешается у нас. Крахмал сейчас заберет лишнюю влагу, и наши ягоды будут очень красивые, вкусные, сочные в нашем пироге. Тем временем время вышло, и мы достаем наше тесто из заморозки. Теперь берем форму для запекания. У меня вот такая небольшая, 20 сантиметров в диаметре и с высокими бортами. У нас портативная духовка на даче, и просто другая туда форма не поместится. А берем пекарскую бумагу. Я всегда на пекарской бумаге, чтобы ее туда легко было поместить. А маленький лайфхак. Я ее вот так вот мну, и потом она очень легко формирует ту формочку, тавтологию, что нам с вами надо. Приготовили, разопихали, примерили, пока с вами только примерили. И опять вынимаем, потому что прямо на ней мы будем с вами сейчас доставать тесто и раскатывать его. Духовку уже можно заранее поставить на 180 градусов вверх-вниз. И тесто. Тесто у нас с вами из заморозки. И что мы с ним делаем? 30 минут прошло. Вынимаю тесто из заморозки. Отрезаю от него треть. И убираю снова в заморозку. А это тесто мы раскатываем. Я чаще всего разминаю вообще руками в форме. Но здесь лучше раскатать по вот этой форме, по нашей, с бортиками. Распределили наше тесто. Теперь засыпаем сюда наши ягодки, разровняем их. Разровняем и достаем из холодильника оставшийся холодный кусочек теста из заморозки. Натираем его на крупной терке и посыпаем вверх наших ягод, вот этого нашего ягодного лукошка. И натираем наше оставшееся тесто на крупной терке. Крошка готова. И теперь посыпаем этой крошкой верх пирога.
равномерно. Наш эстонский пирог с брусникой. И теперь наш пирог, эстонский пирог с брусникой, брусничный пирог, как угодно называйте, отправляется в духовку 180 градусов вверх-вниз, ну, минут на 30. Это зависит от вашей духовки, от высоты формы, от ширины и так далее. Ну, попробуем для начала на 30 минут. Пирожок наш с вами готов. Давайте пробовать. Пахнет на весь лес. Как это ароматно. Еще он прямо горячий-горячий. Давайте смотреть, что у нас с вами получилось. Он только что из духовки, и тем не менее он не растекается. Ай, смотрите, какой. Чувствуете аромат? Совсем капельку дадим ему остыть, но совсем чуть-чуть. И будем сейчас разрезать. Ой, хорошо его с кофе, с чаем, с молоком. Ой, совсем. Ну, давайте не будем томиться в ожидании. Боже, берите тарелочки, ложечки и поближе садитесь к экрану. Чуть не забыла присыпать его сахарной пудрой. Вот так. Так будет еще вкуснее и еще ароматнее. И вот только теперь мы можем с вами его класть на тарелочку. Да. Чуть не забыла самое вкусное. Смотрите, только что вынула его из духовки. Только вот разрезала. И он даже не течет, даже в горячем виде. Не течет нисколько. Смотрите, как здорово. Но разве это не прекрасно? Разве это не прелестно? Давайте пробовать. Пробуем. Боже. No comments. Ягода брусника чуть горьковатая. Это особенность, это ягоды, это нормально. Некоторые в личку пишут и в комментариях, что он вот варенье сварила или пирог испекла. Она так и будет горчить. Она как будто чуть горчит. Это особенность ягоды брусники. Ой, это очень вкусно. Представляю себе, какой он, этот пирог, в холодном виде. Даже трудно представить. С кофе. Это немыслимо. Это я рекомендую всем настоятельно. Обязательно. Сейчас сентябрь месяц, и как нельзя, кстати, такие пироги. Природа нас угощает сама. Это очень вкусно. Пойду ставить кофе. И за добавкой. А с вами прощаюсь. Все ингредиенты в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего и вкусного от Яны из Эстонии, из Таллина. Похля пируккас. Пирог с брусникой. Каллистен армастан. Всем хеатисю. Хеатисю на эстонском значит приятного аппетита. До свидания. Пока-пока.